Меня зовут Эсмигуль. Фамилию тоже говорите? Вафаева Эсмигуль. Я стажируюсь на парикмахера. Что мне еще сказать? Это помогать нищим, спасать жизни. И, конечно, помогать в мелких делах, когда тебя просят помощи. И чтобы это было в твоих силах. Дети, все дети, я желаю, чтобы вы радовались со всей, прям на всю катушку радовались своей детской жизнью. И взрослым я желаю, чтобы они не думали о детстве. Это очень плохо отразится на вас. Делаю, но не люблю. Слушать маму. Основано на дружбе. Ни на чем. Я не верю в дружбу. Счастливый день. Такого нету. Надо подумать. Нет, в голову ничего не приходит. Ну, может, когда мама улыбается. Когда мама улыбается, и она счастлива. Мне аж прям плакать от счастья хочется. Я хочу, чтобы моя мама всегда улыбалась и радовалась жизни. Но, к сожалению, я не могу дать ей этого. Просто не могу дать. Просто вот не могу подарить ей то, что она хочет. Она очень многое хочет. И просто для счастья сказать «я люблю тебя» я тоже не могу. Ничего, просто чувство вины. Да, было дело. Да, просто был бы шедеврский. Были бы все животные, и была бы природа, не было этих зданий всех ничтожных, и муравей этих людишек. Вот так вот. Знаете, у меня бывает такое ощущение, вот, не знаю, в каких-то обстоятельствах или, например, в закате, у меня появляется такое ощущение, будто что-то прошлое или, короче, это ощущение очень отвратительное. Мне прям хочется вырвать, взять это чувство и выбросить куда-нибудь подальше от меня. Бывает такое очень часто, и это, скорее всего, когда приходит прошлое воспоминание. Я ненавижу это. Я ненавижу свое прошлое. Будьте понимающими. Во всех случаях, в любом, неважно с кем, вы должны быть понимающими. Если вы будете непонимающим человеком, то и вас никто не будет понимать. Вот так вот. Вот я лично в жизни, я всегда понимала всех людей, поддерживала их. И они меня тоже поддерживают. Вот так вот.
нужно всегда поставить себя на место какой-либо ситуации или другого человека. Как вы себя почувствуете после того, как, вот, не знаю, там трагедия или, например, убийца. Почувствовать себя за место убийцы. Зачем он убивает? Возможно, в детстве его избивали. Возможно, он ненавидит людей, как и я. Ну, возможно, вот просто поставьте себя на чужое место, будьте понимающими. Ясно? Ну, это, знаете, ну вот долго жить нельзя. Это страшно. Лучше скорее умереть, чем дольше жить. Ну вот каков толк? Вот ты проживешь, например, там у тебя будет бесконечная жизнь. Толк какой? Ты будешь следить за смертью чужих. Ты будешь бесчувственным. Ты станешь бесчувственным. Почему? Потому что ты со временем ко всем буду равнодушным. Поэтому ты будешь бесчувственным. А тогда жить. Пусть что-то сдох. Желаю всем бессмертным смерти. Смерть. Люди работают, чтобы накормить себя. Люди работают, потому что им нравится. Люди работают, потому что они должны. Вот так. Время – это проклятие. Время то спешит, то медлит. Хотя, не знаете, я считаю, что время вот для детей, оно медленное, потому что они мыслят по-другому. Они не думают о том, что будет завтра. Они не думают о том, что у них какая-то ответственность. Но нет, чем больше взрослеешь, тем больше ответственности, ты должен думать каждый шаг свой. Я хочу быть ребенком, 5-летним, беззаботным и глупенькой. Хотя я и есть глупенькая. Ну, реально я хочу быть ребенком. Никак не взрослым. Возможно, я была в детстве хотела, чтобы я быть взрослой, и только потому, чтобы я была самостоятельной, чтобы я жила там одна, нашла себе там работу и бла-бла-бла. А лучше быть ребенком, я считаю. Зря я об этом думала в детстве. Никем. И никогда не видела никем себя. Не знаю, вот просто не вижу себя кем-либо. Уборщица? Нет. Бомж? Нет. Богатым не вижу. Вообще никакой не вижу. Я не вижу свое будущее. Никак. Вот так вот. Ну, возможно, там один раз лишь я видела себя, там замужней и точка. Счастье – это счастье мамы. Для меня будет огромное счастье, если мама будет счастлива. А если так говорить о себе, то для меня счастье – это просто то, что мне нравится. А мне нравится моя мама. Но не знаю, в чем сила. В голову ничего не приходит. Не, я видела, конечно, его личико. Ну что сказать, на алкаша похож. Сочувствую. Отец, я, знаете, всегда мечтала иметь отца. Хочу знать, каково это иметь отца. У вас есть отец? Каково это иметь отца?